В общем, решил я, ребят, ехать. Самый кратчайший путь это по своим тропам. Это зимник у меня. Зимой только тут хожу. Летом вообще осенью непроходимо. Очень тяжело ходить. Тут капканы у меня стоят. Уже несколько лет я не настораживал, конечно, но они у меня тут есть. Такие коробки. Такие коробки стоят. Зачес вон туда идет. О, бля. Чуть-чуть не стукнулся. Тулан, как понимаю, тоже по тропе идет. По зачесам. Тут что? Вот следующий. Все мешает, блин. Нелегко управлять. Кочки, ямы. Ямы тут. Вообще хреново. Вон туда зачесы пошли. Твою дивизию. Ну, в общем, примерно понимаете, какой путь я прохожу. И скажу, что очень приятно. Кругом валежники. Такие вот ямы. Так и стекло можно разбить, бля. Опять. Пока на месте. Но защиту надо на какую-то для фары. Последняя остановка. Дальше уже будет изба. Вот. Смотрите, заметил. Вот, выскакивает. Но это рыжая. А вот этот, он уже опять выскакивает. Он туго заходит. И что-то почему-то он выходит часто. Сегодня тоже он на ходу этот вышел, этот шплинт ли, я не знаю, как его назвать.
Вот эта фигня, короче. И на ходу, когда выходит, вот все, забил. На ходу выходит, вот эта часть, он просто выходит, отсоединяется от две части. Он, вот это сиденье и вот эта стойка крепится вот этим шплинтом. Он выходит и на ходу просто разваливается все. Сегодня тоже один раз случилось это. Самое сложное на сегодня уже все позади. Что-то какой-то посторонний звук появился. Может сцепление где-то, что-то. Думаю, сцепление. Но оно все-таки изнашивается. Но вот на самых малых оборотах, когда вот едешь, малые обороты, вон такие кочки, вот тогда вот такой звук, вот такой вот, я не знаю, звук такой металлический какой-то. Понять ничего не понимаю, пока едет. Надеюсь, ничего с ним не случится. Обратный путь, наверное, другой выберу. В основном сейчас я старался постоянно ехать прямее и по лесу. Обратно буду стараться выбираться отсюда по просекам, по дорогам, по болотам, но не по тайге. Я эти места сегодня проверил, посмотрел. Мне не понравилось. Думал с первой избы, чтобы там кататься до второй избы. По лесу там нет, не вариант, ребят. Очень тяжелый путь. Очень тяжелый. Это по насту тяжелый, а если, скажем, по снегу пробираться, там, пробивать дорогу, это... Тулан опять кого-то лаял. Очередной раз кого-то облаял. 2 раза только гавкнул. Снял чехол. И я сегодня что-то забыл охладить, в общем, редуктор. Обычно я еду и время от времени снег ложу, чтобы все это немножко подостыло. Капец, он нагрелся сегодня. Сейчас он уже остыл. Вообще пипец. Я что-то проморгал, честно. Да и на улице тепло, чтобы, вот, скажем, чехол надо сразу было убрать. Сейчас подтяну вот эту гайку, там снизу вот там гайка. Вон. Гайку подтяну. Вот эти провода, конечно, все торчат. И когда по кустам едешь, то и бойся, чтобы ничего не порвать. Ладно, постою еще, пусть нормально подостынет. Вы не поверите, опять потерял я сани. Заметил, блин, недалеко. Еще все. Тоже зигзагами пришлось проехать. Кругом вот такие глубокие канавы. Вон она, блядь. Что за фигня, на? Так, карабин где? Надеюсь, карабин там. Между прочим, стук-то исчез. На горячую там что-то стучит жестко. Ну не стучит, а какой-то вот звук по стороне. Карабина нету. Ё-моё, бля. Карабина нету, я не вижу карабина. Придется сходить еще дальше. Тут карабина, оказывается, тоже нету. Ой, блин. А вон он, ребят. Вот я сани взял, а карабин тут. Увидел. Карабину капец, короче. Что-то сломалось.
пружина. А, нет. Так. Попробую еще... Нет, все вроде работает. Что-то вот так. Что-то непонятное. Но закручивается. Да, еще будет работать. Надо запас. Запас еще взять другой. Но этот карабин, думаю, долго уже служить не станет. Что-то с ним случилось. Но у меня еще одна скоба есть. Надо пассатижам сильнее закрутить. Блин. Ну, вроде пока все. Что-то приключения начались у меня. Снег сошел как. Ничего себе. Ну ладно. Прибыли. Доехали. Çalan Заrakарка. Лейджуни шаттины. Смотрите. В прошлом году постарались, не поленились, крышу ремонтировали. И снег, как лавина, вся сошла. Вот это да, не надо убирать ничего. Крыша у меня укрепленная, сейчас хорошая. Все стоит на месте. Труба немножко наклонилась. Труба, ребят, наклонилась, я вижу. Наклон трубы небольшой. Это со снегом наклонилась. Что-то надо придумать. Иначе, да, трубу наклонила. Очень даже я вижу. Ладно, посмотрим, как там. Ух ты, отсюда даже вижу. Ой, беда. Ну, столько веса там. Чего там за ракарка? С осени уже я тут не был. И вообще даже ни один человек не приезжал. Но это радует, в принципе. Светло. Хорошо. С доской что-то неладное. Почему? Вот это приподняло, как обычно. Надо убрать. Ну, пол у меня ходуном ходит, вот поэтому. Вот, авария, ребят. Авария. Капец. И печку приподняло, и здесь все порвало. Капец. Вот это я не предусмотрел, конечно.
Придется на крышу подняться и сдвинуть на место. Жестко. Это серьезно что-то там. Не, это нереально. Только сверху, если возможно. О, блин. Хреново дело. Лестница где у меня? Вон там стоит. Ладно. Посмотрим наверх, поднимусь, глянем, что там. Вот и очередной ремонт. Может, даже там... Надо посмотреть. Так. Сперва глянем, посмотрим. Потом уже будем решать, что делать. О, капец, тут, конечно, снега навалило. Ой. Так. О, бляха-муха. Чуть не. В общем, надо порешать тут. О, так должен стоять. И туда надо закрепить на будущее. Ой, блин. Да. Короче, какая шляпень получилась. Так. Вот так. Я этого, конечно, не ожидал. Вообще не ожидал, что так все будет. Он просто одним махом все ушло. Снег сошел. Больше все вроде бы ничего не пострадало. Только вот возле трубы. Так, ладушки. Все, сейчас, короче, обмозгую все это дело. Я сюда поднимусь, это здесь саморезы, все надо закрутить по-новому. Потому что здесь все порвало. Видно. Вот. Лист тонкий. Ну и... да. Неприятно, конечно. Все будет затапливать тут. Так, ладно, переоденусь там уже. Будем думать. Ой, здесь скользко. Капец. Ой. Вот сейчас выпрямилось все. Так. Ну и тут более-менее, но все равно еще надо. Еще надо. О! Хотя бы так. Вот так и дела, ребят. Неприятности.
сходил за листом жести, тут даже 2. Там поправил уже все. Разобрал, собрал. И сейчас еще один лист. На всякий пожарный. Вот тут где порвано, туда положу кусок. И все. Прямо отлично все будет. Опа. Вот сюда. Короче, откручивал вот такие саморезы. И там откручивал этот лист. В общем, саморезы, 2 самореза, оказывается, не выдержали. Надо больше саморезов закрутить. Это жесть. Надо капитально закрутить. Это весной я займусь этим. Вот. Потому что, ребят, эти 2 самореза не выдержали и с трубой пошли. Если бы жестянка крепко держалась, может быть, и труба не отошла. Сейчас он встал на место. Потому что выпрямил я с избушки, но все равно этот жесть там упиралась в доски. А сейчас он наверху. Все четко. Вот. Ладно, ерунда. Бывает. Что не поделаешь. Хреново. Вот это рубероид тоже порвал, оказывается. Вот это шляпень, конечно. Это не очень приятно. Вот. Так, ладно, сейчас кусок жести даже надо вниз туда-то затолкать. Вот. И уже, чтобы вода уходила. Короче, пока этим занимаюсь. И вроде все получается. Как все закончу, ребят. Уже затопим печку. Там тоже мало уже осталось снега. Все крыши выдержали. Но этого, конечно, этой картины я не ожидал, если честно. Отремонтировал. И на весну у меня еще задача будет. Это привезти вот такие листы алюминиевые. Он, блин, оказывается, сейчас на практике увидел, что алюминиевые листы эти чуть-чуть тонковатые. Вот, блин, не выдержал, немножко даже порвалось. А так, в основном, в принципе, нормально крыша. Здесь что смог, отремонтировал, разбирал, поставил трубу на место, сейчас ровно стоит. Здесь кусок тоже подложил. Это старый кусок вот отсюда. А что вот я поднял новый кусок, поставил вот сюда. Такой водосток получился. Но, знаете, весной еще вот сюда, так, получается 6 штук, 6 листов я привезу. Именно вот еще один слой сюда постелю. И какой-то вот снега, я не знаю, как это называется, против схода снега, вот какую-то вот перегородку надо сделать, чтобы вот напротив трубы снег не уходил. Скажем, весь снег уходит, а здесь вот такой кусок, чтобы шматок оставалось. Или из железа что-нибудь приварить, или же просто вот рейки такие прибить. Но лучше надо как-то посерьезнее что-то сделать. Из металла что-то придумать. Без этого, ну, вот практика показывает то, что эта лавина уносит все, что ему мешает. Просто хорошо, что отделались легко. Вот, если труба тонкая была, и трубу бы сломала, скажем, если из оцинкованного листа труба. Это металл-то толстый, но она 4 миллиметра, не меньше. Вот так, все. Хорошо, что у меня в наличии саморезы, отвертка, ножницы, все у меня тут есть, молоток. Тулан где-то бродит, и он еще не приходил. Ну, вот такая картина. Сейчас вот я показываю, ребят. И уже следующий поездка сюда уже будет по открытой воде. Вот. Все еще под снегом.
Без листьев, без пения птиц, вообще птиц нету. Один клёст только вот слышал, где-то пролетел. Здесь остатки снега после снегопада. Вот снег ушел весь, и потом снегопад был, вот это тает. Ладно, все, давай спустимся. И вот тут небольшой вот был еще один лист, закрыть может одним листом. Ну, особо здесь у меня еще рубероид под этими листами. Думаю, течь ничего не будет. Очень неприятное такое вот возле трубы постоянно течет вода. Это, не знаю, как смог закрыл. Там несколько слоев, просто несколько слоев листа. Три слоя даже. Вот один большой. Это просто, чтобы напор снега не придавило. Это отверстие большое. А под этим еще второй небольшой лист. Вот. И оттуда, чтобы тоже 2 слоя крыши там этот кровли, чтобы вода там скатывалась в сторону, текла. Вот так. Все, спускаемся, ребят. Это собачка. Так что, если перенагревается, там посторонний шум появляется в этом редукторе. Вот это я услышал. Сухие дрова быстро разгорится. Залузил. Там постучал по трубе, там, в общем, тоже черная сажа такая, очень много отошла от трубы. Почаще надо трубу чистить, иначе эта сажа разгорается и очень жестко он горит капитально. Вон туда. Вон. Я тебя потерял. Я спустился с крыши, а ты, я не знаю, может где-то он лежал, я не видел его. Моментально он появился как-то. Вот, дым пошел, тяга есть, тяга хорошая. Вот так вот. Северный ветер, чисто север идет. Такие дела. Надо в амбар выйти, посмотреть там, что у меня в наличии, провизия. Потому что зимой я в этом году не приезжал. Обычно я зимой завожу тут, ну, везу сюда продукты и самое необходимое. В этом сезоне я тут не был зимой. И надо мне сейчас все осмотреть, что надо привезти. Может даже гвозди. Сюда придется кусок жестянки, ну я не знаю. Или просто стекловатой там закрыть. У меня там немножко стекловато было, вот так поставил. Не замерзнем. Это не минус 40 градусов. А спать тулан нельзя. Вот, потому что я всю ночь открытой дверью сплю. Ну, вроде все ровно стоит труба. Я имею в виду. Ну, на место я поставил. На место это уже вот знак того, что труба стоит. Вот, ну, небольшая щелина есть. Буквально там миллиметр 5. Вот. Порвало, смотрите как. Капец. А в остальном все как было. Осенью вам снимал, показывал. Столик новый, который привезли в прошлом году. Нары. Убрал вот эту чурку середины, потому что вот приподняло вот пол и снова ходуном все ходит. Пока так пускай будет. Дрова, что оставлял тоже осенью. Сейчас схожу за водой и будем обживаться
чайник поставим. Что-нибудь надо сварить. Ну и, в принципе, я приехал только чисто проведать избушку. Сходим к речке с первоначально, наверное. Чай попью и сходим обязательно. Речку посмотрим. Вот. Если найду где-нибудь сушину, да, сушины, в принципе, у меня лежит с осени вон там. Дрова не потратил в прошлом году. В прошлом году 5 дней только я охотился, но она недели не прошла, и заморозку ударили, пришлось уехать. Дрова вот здесь, что заготавливал, у меня битком еще набито. Ну надо еще, хотя бы, если одно дерево откуда-то найду, привезу. Там поленница есть, и кроме этого еще тут где-то валежник был, и еще один сломалось. Еще один валежник там есть. Вот. Вон он один. Это, наверное, сейчас сломалось тоже. И осенью я где-то видел. Да, это походу сейчас сломалось. Вот. И где-то еще там, наверное, лежит одно дерево. Вот. Елки гниют, ломаются, падают. Ну, в общем, весной это я спилю, тоже поленницу здесь оставим, пускай будет запас дров. Недалеко от избы. О, блин, пить хочу, капец. Да, жестко, конечно, снег ушел. Вот. Такие глыбы. Вот ты там стоишь, что-то ковыряешься, скажем, что-то случилось с лыжами, подошел к избушке, там ковыряешься, вниз смотришь, и эта лавина на тебя. Все, сразу шею сломает. И... Да, пока вот на глаза попалась, именно для некоторых подписчиков. Несколько раз уже спрашивали, есть ли у меня возле избы туалет. Вот, ребят, вот, пожалуйста. Такая вот кабинка такая, туалетик, нормально. Утром вышел там, дело сделал и идешь на охоту. В общем, туалет есть. На первой избе то же самое. Вот, скромно, без дверей, без окон. Такие дела. Да, Тулан? Блин, просто здесь вот, когда я здесь нахожусь, я просто отдыхаю. Тишина. Тишина, просто тишина. Никакой суеты, ничего нету. Пускай даже птицы не поют сегодня, но все равно вот эта тишина мне бывает иногда не хватает. А птиц реально нету. Верьте, нет, там дело ваше. Но птиц совсем нету. Следы чьи-то. Тулана чьи еще может быть? Тулан сегодня уже ходил. Я думал, старые следы, а нет. Это свежие следы, и немножко уже солнцем пригрело, и след поменялся. Вот такие дела, ребят. Пока болтаю. Планов пока никаких нету, что что-то делать свое. Сделал пока ремонт, пока изба в ремонте не нуждается. Может, весной домкрат перевезу, там чуть-чуть приподниму. Как-никак давит все-таки вес. И надо поддерживать, чтобы вот это нижний венец не прикасалось к земле. Самое основное. Если нижний венец не будет прикасаться к земле, у вас изба 100 лет прослужит. И крышу надо еще следить, чтобы не протекало. Но здесь в прошлом году тоже постелил я шифер. Тоже все хорошо. А в остальном там весной приеду на лодке, там посмотрите, все как будет. Будет, думаю, интересно. Кто смотрит, не пропускает все походы. О, уже избушка.
Ой, нет, уже не терпит. Тепло уже идет полным ходом. Ладно, сейчас я пью чай. И уже что-нибудь будем делать.